Мы находимся с вами в самом сердце Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, напротив дома выдающегося российского реформатора Михаила Спиранского. Спиранский имеет самое прямое отношение к теме нашего разговора. Дело в том, что Спиранский был не только чиновником столицы империи, но и имел опыт управления Сибирью. Спиранский своими глазами, с помощью своих помощников увидел все те злоупотребления, которые были, и он решил, что настало время преобразования, и сумел убедить имперскую администрацию в этом. Поэтому был издан ряд уложений, за которыми последовали преобразования. Появились уложения, которые стимулировали экономическую деятельность. Появились уложения о инородческих комиссиях, которые объединяли местное население и администрацию. Империя сделала их равными. Она показывала им выгоды того, насколько можно выгодно сотрудничать, в первую очередь в экономическом плане. В скором времени увеличивается, и экономический потенциал региона. Во многом начинается приток населения в край. Все те злоупотребления, которые имели место, они не были искоренены, но их стало в разы меньше. Стало меньше самоуправства чиновников, и жителям края комфортнее стало жить. Городское благоустройство, благотворительность, поддержка образования и так далее – это все возлагалось теперь не только на столичных чиновников, но и на местных. И ясно, что это практически сразу получило добрые всходы, потому что те люди, которые жили на местах, они лучше знали те или иные проблемы. Это тот пример, когда из малого следует великое, когда принятое в столицах было воспринято на местном уровне и получило свое развитие. 30 ноября 1872 года якутский купец Иван Колесов впервые собрал общее собрание практически всех представителей торговых домов, крупных ремесленников и мещан и предложил, согласно этому новому положению, провести выборы в городскую думу. Впервые было избрано тогда 15 человек, представители и духовенства, и торговли, чиновники, были даже казаки. Эта система продержалась где-то до 17 года. И, конечно же, особый вклад в развитие города Якутска внес городской голова Павел Юшманов, который избирался с небольшими перерывами на эту должность с 1905 по 1917 год. И, конечно же, нельзя не сказать, что очень большую помощь показывал городу Якутску ставший губернатором в 1907 году Иван Иванович Крафт. И благодаря такой слаженной политике Крафта, Юшманова, при поддержке гласных, наверное, можно смело сказать, что в начале 20 века, конечно, Якутск значительно преобразился. Юшманов и тогдашний губернатор Иван Крафт были соратниками и единомышленниками. Губернатор оказывал всяческую поддержку всем начинаниям Юшманова, в том числе на административном уровне. Поэтому их отношения можно считать первым успешным взаимодействием представителей и исполнительной власти в Якутске. Такую традицию слаженной работы на благо развития города, можно сказать, мы продолжаем и ныне. На мой взгляд, только тогда, когда представительная и исполнительная ветви власти работают в крепкой связке, с общим взглядом на достижение конечной цели, горожане могут ожидать от власти эффективных результатов работы. До 1919 года существовала городская дума. И в ночь 15 декабря солдаты якутского гарнизона установили советскую власть. Было расстреляно 13 выдающихся, видных деятелей областного управления, земского и городского самоуправления, в том числе городской голова Павел Андреевич Юшманов. В марте 1920 года был организован Якутский революционный комитет, который и начал государственное строительство органов советской власти в городе. Осенью 1921 года произошли первые выборы. По результатам этих выборов Якутский городской совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов было избрано 56 депутатов. В полномочия Якутского горсовета входили те же вопросы, решением которых занималась Якутская городская дума.
Наиболее трудные годы деятельности Якутского горсовета выпали в годы Великой Отечественной войны. Горосполком, горсовет в это время в первую очередь занимались мобилизацией граждан на фронт, занимались тем, что организовывали жизнь наших предприятий, больниц, школ. Был организован сбор средств, сбор посылок в помощь нашим солдатам. Много мужчин ушло на фронт, и старики, дети, женщины приближали победу. Это такая вот вечная тема памяти, тема нашей истории. И мы действительно принимаем решение именно депутатами городской думы об установлении мемориальной доски, памятника, присвоения имени улицы. У нас существует целая такая процедура внесения на рассмотрение городской думы, присвоения имени какому-то герою, какому-то уважаемому человеку. Мы закладываем определенные средства в бюджет на благоустройство, на поддержание памятников. Где-то еще и родственники, скажем, помогают. То есть это очень серьезная, важная работа. Якутск по праву называют патриархом Сибири. Он старше Ленинграда на 71 год. В октябре 1977 года была принята новая конституция и последовательно тоже Конституция Российской Федерации и Якутской автономной республики. Якутский городской совет депутатов трудящихся преобразован в Совет народных депутатов. Это были лучшие из лучших по своей профессии, но это не были люди, которые были подготовлены к тому, чтобы принимать нормативно-правовые акты, с тем, чтобы там была достойная компетенция, какие-то новые тренды и так далее. Традиционные формы протеста перечеркнула голодовка двух жителей Якутска, Дмитриева и Чернышова, которых незаконно обошли при распределении квартир. С середины 80-х годов в СССР началась перестройка, гласность. Перестало существовать советское государство, и Якутский городской совет народных депутатов самораспустился. Начался новый этап в жизни нашей страны. Появились новые законы, по которым были разрешены создание партий и новых движений. И самое главное, менялась выборная система. Уже тогда те кандидаты, которые выдвигались, должны были заручиться подлинной такой поддержкой населения. То, что не дорабатывает правительство республики, значит, мы с вами их выбрали, мы тоже в этом виноваты, и давайте мы за них возьмемся. Он был первым человеком, который был избран мэром города Якутска на альтернативной основе, равно как и первый созыв депутатов городского собрания города Якутска. Там было избрано всего 15 депутатов. Все было в новую, и бюджетное строительство совершенно другое было. Ну и по структуре у нас были соответствующие постоянные комиссии, и, безусловно, одним из лучших комиссий была комиссия по бюджетно-экономической политике. В то время наполнение городского бюджета было достаточно сложным в силу того, что не было должной законодательной базы, четкой, как это сегодня устроено. И самое главное, я горжусь тем, что в то время, в 1996 году, мы утвердили герб и флаг города. Впервые Якутск заимел флаг, который сегодня реет над Мирей. В 1995 году был принят федеральный закон об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Первый закон, который нормативно устанавливал основы административно-территориального деления, статус органов местного самоуправления. Именно он дал первый толчок для того, чтобы идея местного самоуправления претворялась в жизнь. Когда мы пришли, шла большая подготовка юбилея города Якутска. Мы организовали большое движение самих горожан. 370 добрых дел 370-летию города Якутска. И под этим флагом вы сегодня видите фонтан.
на площади Орджоникидзе. Это фонтаны на наших озерах. Я не говорю про Преображенскую церковь, про здание ЗАГСа, про защитную дамбу. Это все к юбилею города Якутска. Городская дума сегодня – это представители народа. То, что говорит наш народ, мы, депутаты, должны их претворять в жизнь. Парк культуры и отдыха, сколько мы копий там ломали, это тоже наш проект был. Мост, который перед триумфом, и сам триумф, это был уже заложен в нашем генеральном плане. Про строительство дома Арчи нам говорили, как только мы пришли первый раз депутатами. И это было воплощено. Мы взялись и за разработку генерального плана развития города Якутска. Она была принята нами. Впоследствии, конечно, городская дума, пришедшая после нас, они внесли свои коррективы с учетом развития соответствующего времени. И мы приняли основополагающее решение проводить наш ИСЭХ местности Исхатык. Но я думаю, что оценку дадут наши горожане. В 2002 году был принят закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Данный закон претерпел, конечно, много изменений за 20-летний период своего действия. На сегодняшний день это хороший, выверенный, с хорошей юридической техникой нормативный акт, которым руководствуются органы местного самоуправления, вся муниципальная власть в стране, в том числе наша Якутская городская дума. Новый закон тогда, в 2002 году, который вступил в 2003 году, действительно было очень много поправок. Порядка более 6 тысяч поправок. Стояла задача правильно все это отрегулировать и внедрить. И довольно короткие сроки республика полностью завершила законотворческую и нормотворческую деятельность. И здесь надо отдать должное нашему Государственному собранию ЛТМ. Наши законодательные инициативы, принятые депутатами окружного совета города Якутска, были поддержаны республиканскими законодателями и уже реализованы и действуют в качестве законов Республики Саха-Якутия. И второе – это помощь Государственного собрания ЛТУМАН в том, чтобы проконтролировать, чтобы те законы, которые принимаются, они своевременно и надлежащим образом реализовывают. И тогда мы летом создали ассоциацию представительных органов нашей республики для того, чтобы действительно обмениваться опытом. Ну, в то время это, да и, наверное, и сейчас это очень важно. Консолидация местных депутатов. Шла командная работа. Немаловажно было в то время и работа в тандеме с исполнительной властью. Старались сделать действительно результативным взаимодействие с исполнительными органами власти. Это была команда Якутской городской думы и окружной администрации города Якутска. Именно в тот период очень большой проблемой была доступность дошкольного образования. И мы должны вот именно были в этот период кардинально решать этот вопрос вместе, совместно с окружной администрацией. Но это, конечно же, строительство детских садов, это открытие частных детских садов, это размещение дошкольных образовательных учреждений на первых этажах жилых домов, которые мы прорабатывали не только в городе, в республике, но и выходили на Государственную Думу, Совет Федерации. И у нас это получилось. В 2013 году 13 таких учреждений открылось на территории нашего города. И я считаю, что это наше очень большое завоевание. Была разработана, согласована и утверждена дорожная карта строительства школ, строительства пристроев и выкуп зданий под школьные классы. Сегодня эта работа продолжается, и нам об этом приятно слышать, что в этом же ключе работают и депутаты 4-го созыва. Безусловно, мы ратуем за то, чтобы у нас создавалось как можно больше учебных мест для того, чтобы мы могли снизить ту нагрузку, которая существует у нас в наших школах.
Добрый день, ребята. Здравствуйте. Все, садитесь, пожалуйста. У нас сегодня классная часть по теме Дня местного самоуправления. Почему мы выбрали эту тему, ребята? Ну, я вам хочу сказать, что в этом году наша Якутская городская дума отмечает свое 200-летие. Вот такая большая историческая дата. 21 апреля 2012 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ об учреждении нового праздника Дня местного самоуправления. В этом созыве я являюсь единственным депутатом, представляющим столичное образование. Но вот, являясь директором школы, я как бы смотрю на проблемы образования изнутри. И мне это легче. У меня есть возможность общаться со своими коллегами, с директорами других образовательных учреждений, заведующими детских садов. И когда я их слушаю, они же мне, допустим, говорят о своих проблемах. Я эти проблемы аккумулирую, вот эти вопросы, вернее, как-то пытаюсь классифицировать, так, ну, скажем так, разложить по полочкам и эти проблемы поднимать уже на уровне города. Либо на сессиях городской думы, либо на заседаниях профильных комиссий. И такая у нас еще форма есть. Встреча депутатов с главой городского округа, где у нас есть возможность напрямую задавать мэру те или иные наболевшие проблемы, вопросы, где мы ему задаем, а глава городского округа отмечает, ну и сразу может ответить там, что можно решить сразу, что мы отложим на потом, какие вопросы мы вынесем на уровень республики. Поэтому это очень хорошая форма взаимодействия. Потому как раз депутат – это тот человек, который является мостиком, наверное, между избирателями, да, между народом и вот властями, исполнительной властью. Я вот весь прошлый год поднимал проблему того, что не хватает средств из местного бюджета на текущее содержание образовательных учреждений. И вот в бюджете этого 2022 года эти средства были в какой-то степени заложены. Ну, я понимаю, что средств на все не хватает. Я всегда говорю, что деньги никогда нам в струны-то не упадут, но проблему это всегда поднимать надо. На представителей органов местного самоуправления возложена огромная ответственность. От нашего ежедневного труда зависит стабильное развитие города, создание комфортных условий проживания в нем. Ведь каждый человек хочет жить в благоприятных условиях, благоустроенные чистые дворы, удобные спортивные детские площадки. Все это влияет на будущее наших детей. Я многодетная мама 5 детей. А вы знали, что вот есть такие у нас представители? Нет, не знала. Не знали, да? Нет, не вот, знала. видите, все-таки надо. Теперь уже знаю. В этом году у нас в республике объявлен Год матери. У нас как раз очень высокая рождаемость в городе Якутске, одна из самых высоких в республике и по Дальнему Востоку и в стране. И в этом году мы решили совместно с управой Октябрьского округа провести такое мероприятие. Мастер-класс для многодетных мам. Совместная работа с Алевтиной Васильевной очень хорошо идет. Не только с общественностью ведется, но и по благоустройству нашего округа. Ко мне обращались как раз во время избирательной кампании молодые мамы, когда у нас вообще не было никаких детских площадок. Сейчас у нас в каждом дворе есть какая-то красивая детская площадка. В 2008 году такого вообще не было, уже про это забыли. И я являюсь членом партии «Единая Россия». Я предложила такой партийный проект, потому что партийные возможности очень большие. Детские площадки детям города Якутска. А в последующем законодательно это было внесено в градостроительный кодекс, что застройщики обязаны при строительстве обязательно делать благоустройство территории и строительство, в том числе детской площадки. В декабре этого года мы будем отмечать 20-летие организованного перехода от местных органов государственной власти к местному самоуправлению. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед муниципалитетами амбициозные задачи по реализации национальных и региональных проектов. Для достижения поставленных задач необходима консолидация и усиление роли и влияния местного самоуправления при формировании единой повестки внутренней политики России. Сегодня Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления является единым и консолидирующим объединением муниципального сообщества России, на площадках которого мы активно принимаем участие. Нормативно-правовые документы или изменение положений каких-то департаментов, комитетов, они сначала вносят в Якутскую городскую думу мою комиссию по местному самоуправлению, законности и регламенту. И там мы всегда принимаем отчеты
И даже у нас отчитывается муниципальное учреждение внутренних дел якутское, что сделано, где у нас растет преступность или снижается, какие меры принимаются. И у нас программа есть по видеонаблюдению, которые наша комиссия одобрила и поддержали из средств окружной администрации. Ежегодно из бюджета города Якутска выделяем средства, поэтому у нас снизилась преступность. Второе, это для безопасных горожан, это уличное освещение. Тоже выделено очень много средств, чтобы было светло нашему городу. Иногда бывают выборы, все очень много мы что-то обещаем. Что-то будем делать, школу построим, детские сады построим и прочее. Но это сразу, я скажу, не строится. Это планомерно надо работать. Это зависит от социально-экономического развития города Якутска. Это совместно надо работать с структурными подразделениями, чтобы заранее планировать и заранее задумать. Все проблемные вопросы, которые возникают по сельскому хозяйству, да, окружной администрации, они проходят через нашу комиссию. Не только по сельскому хозяйству, но и по развитию самих сел, наследков и поселков, какие у них инфраструктура, строительство школ, детских садов, спортивных комплексов, залов, дорог, уличное освещение, все это тоже рассматривается на нашей комиссии. Вот. А село Хатасы — это вообще очень большое село, и здесь у нас и Хатасский свинокомплекс есть, и ООО «Багарах» есть, и крестьянско-фермерские хозяйства, которые занимаются коневодством, животноводством. Очень много сажают картошки, овощей, и везде у всех есть личное подсобное хозяйство. Все мы решаем одну проблему, да, чтобы наш город обеспечивался свежей продукцией, чтобы наши горожане приобретали продукцию, которая произведена на наших землях, экологические, натуральные продукты. А людей, которые хотят, желают и могут работать, у нас всегда есть в наших деревнях, в наших селах. Только им надо помогать субсидиями. То, что и делает наш город в отношении них. Сегодня 22 апреля. Это Всемирный день планеты Земля, и с этого дня мы начинаем обычно городские субботники. Мы вышли с нашим предприятием, за нами закреплена улица Чайковского до Кеши Алексеева. А Якутск довольно старый город, один из старейших городов на Дальнем Востоке, и еще у нас задачи, которые не знает мир. Мы заложники того, что вообще в Якутии, что у нас огромная территория, но мы вынуждены жить плотно. Он единственный город на мерзлоте. Мы не выдерживаемся тем СНИПом, ГОСТом, который существует сейчас в стране, но и вынуждены на сегодняшний день еще увеличивать обороты. А здесь без понимания всего, что связано с газоснабжением, с водоснабжением, теплоснабжением, благоустройством, это просто так не делается. Тут без общего движения, которое создается большим обществом, которое стремится что-то делать, невозможно. Суровые климатические условия требуют от органов местного самоуправления особого отношения к исполнению своих обязанностей, особенно в части тепла, вода, электроснабжения, водоотведения, снабжения топливом. Основные вопросы функционирования, обеспечения жизнедеятельности граждан, комплексного развития территорий мы успешно решаем совместными усилиями с органами государственной власти республики. Это взаимодействие дает хорошие результаты. В 2012 году, когда я возглавил Якутск, город стоял перед очень серьезными проблемами. Столица десятилетиями развивалась без четкой стратегии, без серьезного долгосрочного прогноза. Поэтому с каждым годом увеличивался разрыв между состоянием города и потребностями очень быстро растущего населения. Мы провели очень большую работу по формированию стратегии социально-экономического развития Якутска до 2032 года. 25 ноября 2015 года этот важнейший документ был утвержден решением Якутской городской думы. Собственно, по этим планам работа по развитию города Якутска идет и сегодня.
Это и снос аварийного жилья, и комплексная застройка кварталов, строительство школ, детских садов, ремонт улично-дорожной сети, включая масштабную реконструкцию проспекта Ленина. При поддержке республики и федерального центра были введены крупнейшие объекты жизнеобеспечения. Якутская ГРЭС-2, городской водозабор, сливная станция. Серьезная реконструкция была проведена на объектах теплоснабжения. По большому счету это исключило крупные аварии, которые раньше случались довольно часто. Приоритетное внимание развитию столицы, безусловно, я уделяю как глава республики. В прошлом году я подписал указ о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия, на период до 2032 года. К этой дате столица окончательно избавится от аварийных деревянных двухэтажек, будет благоустроено не менее 450 внутриквартальных дворовых территорий, проведена реновация газовых сетей, повысится надежность системы тепло- и водоснабжения. Продолжится реконструкция улиц, создание велосипедных, пешеходных зон. Безусловно, важнейшими критериями развития инфраструктуры Якутска станет энергоэффективность и безопасность объектов в условиях изменения климата. Внедрение интеллектуальных технологий управления, в том числе и энергосистемами, улучшит устойчивость жизнеобеспечения Якутска. Нет сомнения, что наш уникальный исторический город будет и дальше развиваться. Город Якутск не стоит отдельный от России или от республики, да? Это в любом случае это маленькая Россия. В каждом месте должны быть самостоятельные боевые единицы, которые могут в пределах своей компетенции принимать самостоятельные решения, которые полезны, нужны именно вот на этой территории. Я считаю, что депутат должен говорить всю правду, которую он думает как. Только тогда в споре появится истина. Вот буквально вчера я спорил, когда вот начали там говорить, вот, мол, развал, все, там плохо у нас. Я говорю, ребята, извините меня, почему вы говорите развал? Наоборот, когда последний долг Советского Союза погасили мы, россияне, со своего бюджета, да, после этого российский бюджет стал профицитным. И вот как раз с 2018 года началось обширное строительство дорог, массовое строительство домов, строительство разных мостов и так далее, инфраструктурных разных строительств. Ведь не заметить этого невозможно. Просто до 2017 года, когда наш бюджет был отягощен долгом Советского Союза, конечно, этого невозможно было делать. И этого не замечать, и из этого делать политические выводы, что, мол, все плохо у нас там и так далее, это, я считаю, низость. Политика Владимира Владимировича Путина многие годы направлена на создание стабилизационного фонда. Благодаря этому в регионы вливаются средства на строительство инфраструктуры, газификации, автомобильных дорог и развитие сельского хозяйства, а также сохранение культурного наследия. Ведь не зря в эпоху Путина был сформирован лозунг «Россия сильна регионами». Наша республика является одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока, но и всей России. Нас радует естественный прирост населения, а это значит, что молодые люди связывают свое будущее с республикой. В прошлом году глава республики Арсений Сергеевич Николаев на сессии Якутской городской думы подписал указ о социально-экономическом развитии города Якутска, где поставил большую задачу, чтобы город Якутск к своему 400-летию стал лучшим городом в мире на вечной мерзлоте. С момента подписания указа нами проведена большая работа совместно с депутатами Якутской городской думы, депутатами Илтумены, всем правительством. И вышел в жизнь, подписан председателем правительства комплексный план по реализации указа главы, несмотря на все вызовы, с которыми наша страна сегодня сталкивается. Огромная роль в этом, безусловно, депутатского корпуса, формирование источников, утверждения бюджета, ну и та проактивная позиция, которую сегодня принимает наша Якутская городская дума, в частности, депутаты фракции «Единая Россия», она, конечно, очень сильно помогает в формировании всех этих амбициозных планов, становления их в жизнь. Поэтому сегодня мы имеем указ, имеем комплексный план. И все стало очевидно не только для нас, но и для профильных ведомств и министерств.
Сейчас мы начинаем завозить уже верхний слой дорожной одежды. Ведутся работы у нас по укладке подземных коммуникаций, наружного освещения, по основанию под тротуары. Потому что грунты появляются или что? Грунты появлялись, переделывали там. Что еще? Ну вот и с финансированием. Проект переделывается, значит мы практически сейчас работаем бесплатно. То есть они дали этих условия одни, потом сказали, что надо лучше переделать. Не отражаются некоторые коммуникации, а в ходе работы уже потом их просто обнаружили. Опять возвращаться к этому вопросу, чтобы, хотя бы... У нас гарантийный срок 5 лет же, да? Хотя бы, чтобы в течение гарантийного срока у нас было все нормально. Да? Может быть, я здесь вырос, я вот здесь в 4 школе учился, да? Потом в 20-й учился, поэтому душа болит. Если там люди и общественность будет контролировать, и депутатский корпус, и журналисты, я думаю, что наоборот, общими усилиями, я думаю, что мы должны прийти к хорошему такому знаменателю, чтобы дороги у нас наконец-то были долгосрочными. С 2019 года город Якутск принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На улицах столицы в 2021 году прошли самые масштабные работы в рамках этого национального проекта. Всего за 3 года в городе построено и отремонтировано почти 100 километров дорог. На эти работы было предусмотрено 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Такого капитального ремонта дорог в городе Якутске еще не было. В этом году в столице приводят в порядок 28 новых и 3 переходящих дорожных объектов. На их ремонт и строительство предусмотрено финансирование в размере 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Из них 604 миллиона рублей из федерального бюджета, 1 миллиард 600 миллионов из республиканского и 646 миллионов из городского бюджета соответственно. Вообще я молодой депутат. Молодой, у меня первый созыв депутатский такой идет, да. Но с депутатами, конечно, меня связывает действительно такая многие годы работы и дружбы, наверное, даже. Я работала начальником управления образования, и, конечно, все наши вопросы мы решали только через депутатов Якутской городской думы. Во втором созыве очень здорово тогда поставленные все вопросы были связаны с организацией вообще работы по защите бюджета. Для отрасли образования, я считаю, именно третий созыв принял, наверное, основные кардинальные решения для развития сферы образования. А сегодня мы, депутаты 4-го созыва, уже развиваем это, реализуем уже это вместе с командой Григорьева Евгения Николаевича. И сегодня председатель городской думы Альберт Никанович Семенов как раз работает в этом направлении. Он принял очень хорошее решение о создании ассоциации «Столица», куда вошли депутаты Якутской городской думы и депутаты Государственного собрания Илтумен именно от города Якутска. Я думаю, что для нашего созыва, наверное, это будет какой-то такой отличительной чертой. Депутаты Государственного собрания Илтумен принимают участие на наших сессиях городской думы, в работе постоянной комиссии и всегда активно обсуждают важные вопросы жизнедеятельности в нашем городе. Одним из важных решений было принятие бюджета городского округа город Якутск на 2022 год, а также на плановый период 2023-2024 годов. Общий объем доходов бюджета городского округа города Якутск был утвержден в сумме 26 миллиардов 226 миллионов рублей. При этом общий объем расходов бюджета города составил 27 миллиардов 35 миллионов рублей. В Якутской городской думе 28 депутатов. Есть и старшее поколение, есть и молодые ребята. У нас очень много общественных формирований, к примеру, молодежный парламент при Госсобрании Илтумен, молодежная палата при Якутской городской думе, правительство молодежное. Сейчас очень много ребят, которые отстаивают свою гражданскую позицию, которые хотят быть занятыми. Не так давно меня избрали в Палату молодых законодателей при Совете Федерации под председательством Валентины Ивановны Матвиенко. У нас был съезд, со всех субъектов прилетали ребята молодые, представляющие свои субъекты. Мы сейчас с вами находимся на проспекте Ленина. Раньше, будучи детьми, мы здесь с ребятами бегали, катались на велосипедах. Между прочим, один из тех ребят
стал нынче министром после реконструкции данной площади. И здесь будет место концентрации молодых ребят, которые тоже будут общаться, дружить. И среди них, возможно, в будущем тоже будут будущие министры. Здравствуйте. Здравствуйте. Депутатский корпус, он не может просто прийти и начать свою работу. Причем вот за эти годы сложилась очень хорошая система обеспечения деятельности депутатов. От аппарата зависит, трудно сказать, какой процент, но очень большой процент работы, плодотворной, эффективной работы Якутской городской думы. Депутатами, конечно же, не рождаются и даже ими не становятся, если не имеют таких качеств, как неравнодушие, в первую очередь, и желание сделать жизнь лучше, не только свою, но и окружающих, в нашем случае родного города Якутска. Поэтому приходят люди очень активные, общественники, люди, которых поддержали избиратели и выбрали на выборах. Формируется депутатский корпус раз в 5 лет, выбирают председателя, выбирают заместителей, формируются составы постоянных комиссий и также избираются председатели постоянных комиссий. Понятно, что руководителями избирают людей, которые имеют определенный опыт в этой сфере, да? Люди уважаемые, активные и, конечно же, с точки зрения самих депутатов, люди, которые могут организовать работу всего депутатского корпуса. В самом наименовании представительный орган отражены представительские функции Якутской городской думы. Поэтому и кажется, что очень много участвуют в мероприятиях. Там некоторые говорят, что часто разрезают ленточки, но это функция такова представительного органа. Поэтому бывают и такие мероприятия. Но если говорить о работе председателя, конечно же, она очень насыщена, ненормирована. Бывает, что работает допоздна председатель, работает в выходные дни, поэтому мы сразу говорим, что у нас также и у аппарата ненормированная работа, потому что мы должны обеспечивать работу как всего депутатского корпуса, так и председателя, заместителей председателя. Мы понимаем всю ответственность, поэтому стараемся максимально, конечно же, помочь председателю в выполнении его функций. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность своим коллегам за добросовестный труд, личный вклад в развитие местного самоуправления, искреннюю любовь к родному городу и стремление сделать его лучшим, комфортным, красивым, благоустроенным и чистым. Сделать наш город местом, где хочется жить. Мы должны гордиться своим городом и любить свой город. Мы живем здесь, мы работаем здесь. И здесь будут жить наши дети, наши внуки и правнуки. И надо думать о будущем, а не о себе сегодня. За 200 лет сколько было принято решений, хороших решений. И сегодня, отмечая эту большую очень дату, я, во-первых, хочу поблагодарить всех депутатов, всех созывов, поздравить их, поздравить всех жителей с таким замечательным праздником, с такой замечательной датой, исторической датой. И пожелать, конечно, процветания. Каждый депутат отвечает за свой округ, за свою территорию. От него много зависит. Что он хочет сначала сделать у себя, как мы говорим, дома, да, и что он может привнести в целом в город. Если каждый депутат будет очень качественно работать, выполнять наказы своих избирателей, тогда и будет преображаться естественный город. Я хотел бы пожелать всенародно избранным органам власти муниципального образования города Якутск успехов. И я думаю, что сегодня Евгений Николаевич Меркурьев продолжает то дело, которое был при Айсене Сергеевиче Николаеве. И городская дума
сегодня во главе с Семеновым тоже выполняет свои функции для развития нашего города, столицы Республики Саха-Якутия. Мы очень любим свой город. У нас ведь только 2 депутата Якутской городской думы являются работниками на отвлеченной основе. Для остальных это общественная нагрузка. Поэтому с твердостью могу сказать, что каждый из депутатов Якутской городской думы – это прежде всего патриот своего города, который готов свое время тратить на интересы всех горожан. Это призвание, поэтому сегодня я могу сказать, что Якутская городская дума собрана из профессионалов, людей неравнодушных, людей, имеющих широкий кругозор, влияние и авторитет, уважение у населения. Поэтому, имея такую думу, мы уверенно смотрим вперед в понимании развития города Якутска, реализации. Хочу пожелать каждому из депутатов исполнения всех их предвыборных программ по партийной линии, по одномандатным округам, где они избирались, крепкого здоровья, успехов на своей профессии, вне зависимости от депутатской работы, счастья в семье, здоровья, всех человеческих благ. Уважаемый Альберт Никандрович, дорогие друзья, от имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Символично, что парламент якутской столицы отмечает свой 200-й день рождения в год столетия образования республики. Именно с представительных органов начинается история не только местного, но и регионального самоуправления в России. Самая близкая к народу власть и сегодня решает самые важные для простого человека проблемы. К депутату идут за помощью и советом. Во многом по его работе люди судят об эффективности всего государства. Петербург очень ценит побратимские связи с Якутией. Вот уже 5 лет цветут яблони в саду Дружбы, который был посажен на берегах Невы ко дню рождения Республики Саха. Вместе мы работаем над освоением российской Арктики. Уверен, у нашего сотрудничества большое будущее. От всей души желаю вам и всем жителям Якутска здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо республики и всей нашей России. Уважаемый Альберт Никандрович, уважаемые коллеги, от имени депутатов Московской городской думы поздравляю вас с юбилейными датами в истории Республики Якутия. Народы Якутии прошли долгий и славный исторический путь. Сегодня Республика Саха гордится своими достижениями. Якутия вносит большой вклад в экономику России, сохранение культурных традиций, укрепление единства нашего государства. Важно, что ваша созидательная деятельность отвечает запросам людей. Мне особенно приятно, что московских и якутских парламентариев связывает давнее партнерство и дружба. У нас успешно реализуется договор о сотрудничестве. Двери Московской городской думы всегда открыты для вас. Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, здоровья, оптимизма, счастья и благополучия. Семенову Альберту Никандровичу, которого знаю очень много лет, в том числе по работе в Совете при Президенте по развитию местного самоуправления, который душой очень переживает за порученное дело, конечно, ему лично, как руководителю сегодня, успехов, чтобы он, как тот флагман, среди равных депутатов задавал тон, чтобы та правовая база позволяла и дальше активно развиваться городу Якутску. Дорогие коллеги, дорогие ветераны Якутской городской думы, жители, я вас поздравляю с этим знаменательным событием и желаю идти только вперед, с надеждой и верой в будущее. От имени высшего законодательного органа республики, Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия и от себя лично искренне поздравляю жителей Якутска, депутатов Якутской городской думы со знаменательной датой – 200-летием первого представительного органа города Якутска. В этот знаменательный день особенно приятно отметить масштабную работу по созданию условий для динамичного социально-экономического развития городского округа, которое успешно проводится Якутской городской думой, в том числе благодаря эффективному взаимодействию с Государственным собранием Ил-Тумен Республики Саха-Якутия, представительными органами местного самоуправления. Уверен, что наше сотрудничество будет и в дальнейшем успешным и плодотворным.
Депутатскому корпусу Якутской городской думы желаю новых достижений в законотворческой деятельности на благо России и родной республики, любимой столицы. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас со славной датой – 200-летием представительного органа нашей столицы. Больше половины своего исторического пути, 200 из 390 лет, Якутск прошел под знаком самоуправления. Мы искренне гордимся каждым поколением представителей народа, которые 2 столетия творили историю Якутска. Их идеи, труд и инициативы двигали вперед город, преображали его, развивали как истинный центр огромной республики. На всех этапах истории города, республики и страны представительный орган столицы становился инициатором муниципальных реформ, создавая новое качество местной власти. Якутская городская дума всегда была и будет опорой для горожан, представляя их интересы и поддерживая инициативы. Я уверен, что каждый депутат всей душой болеет за судьбу столицы и вносит свой личный вклад в ее развитие. Уверен также, что авторитет, лучшие традиции, 2-вековой опыт Якутской городской думы и дальше будет объединять всех жителей столицы для достижения общих целей. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с юбилейной датой и желаю претворения в жизнь ваших планов и начинаний во благо развития нашего любимого Якутска. Россия очень большая, Россия разная, как мозаика. И Якутск – это очень важная часть этой мозаики, ее украшение. И без него Россия была бы иной. И пусть Якутск процветает, пусть жители Якутска будут счастливы. И все-таки хотелось бы, чтобы эти связи исторические, которые были между Санкт-Петербургом и Якутском, между Якутском и другими городами, они сохранялись, крепли и приумножались. Счастья вам! Уважаемые горожане и гости столицы, разрешите мне от имени Якутской городской думы, от себя лично, поздравить вас с 200-летием первого представительного органа города Якутска, Якутской городской думы. Мы, горожане, депутаты, наши избиратели, отмечаем это торжество, это мероприятие большими успехами. И, конечно же, сегодня хочется сказать всем, чтобы мы объединились, чтобы наши усилия пошли на пользу городу, чтобы мы работали на благо нашего города, на благо нашей республики, нашей страны. Сегодня мы переживаем непростое время. Наши ребята сейчас осуществляют военную операцию на Украине. И сегодня, как никогда, необходимо сплотиться вокруг нашего президента. И мы хотим сказать всем, что, объединившись, мы свернем горы. Победа будет за нами. С 200-летием, с праздником, дорогие друзья!